Этот корабль эсминец «Быстрый». Он стоял на боевой службе военно-морского флота и демонстрировал советское присутствие как в мировом океане, так и в горячих точках. Он был незаменим в борьбе с подводными лодками и летательными аппаратами противника. Корпус. Два бомбомета для уничтожения противника подводного лода. Боевая вышка с радиоантеннами. Двухсторонняя зенитная установка. А это тот же корабль, только в меньших размерах, воссозданный учеником школы-интерната 9-летним Арби Байтаевым. По словам мальчика, для создания такого прототипа использовались только подручные средства. Конечно, не обошлось и без поддержки взрослых. Он очень добросовестно отнесся к этому. И в течение 2,5 месяцев, к 70-летию Великой Отечественной войны, он изготовил этот макет. Он все это находил с великой радостью, приносил, мы его раскрашивали, приклеивали. Продемонстрировать свой макет Арби представилась возможность на республиканском конкурсе научно-технического творчества. Около 200 юных дарований из 16 районов республики представили миниатюрные копии боевых машин. Главная цель – поиск новых интересных идей и выявление талантливой молодежи. Выставка проводится в рамках реализации мероприятий, проводимых к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Преследуется военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, вовлечение детей в техническое творчество и экскурс детей в историю Великой Отечественной войны. То есть дети будут не только изготавливать какие-то макеты от себя, они делают это на основе тех действовавших на тот период техники, авиации, автомобилей, танков и так далее. Здесь представлены макеты советской военной техники, фотографии и новинки робототехники. Ребята специально собрали их к ежегодному конкурсу юных техников. Увидеть и оценить изобретения пришли видные деятели образования и науки республики, которые отметили творческие способности маленьких мастеров и необходимость приобщения молодежи к научно-техническому творчеству. Одно из важнейших направлений – это работа со школьниками и именно работа патриотического воспитания. Сегодня мы с вами видим результат работы именно вот дополнительного образования. Это детские кружки, кружки детского технического творчества. У нас, да, много юристов, экономистов, но нам остро не хватает инженеров. Если даже каждый второй из них станет дальше инженером, это будущее Чеченской республики. Оценивать работы школьников будет компетентное жюри. Им предстоит определить 3 победителей в каждой из 6 номинаций. Авторы лучших работ получат дипломы, ценные подарки и возможность участвовать во всероссийском конкурсе «Юные техники. Будущее инновационной России». Луиза Хатуева, Муса Астемиров, Селим Закаев. Новости.